Саламатсыздарбы 6 класстын окуучулары. Бүгүн биз 3-сабактын башталышында турабыз. Мурдагы сабактарды эске келе турган болсок, биз 1-сабагыбызда модельдөө жана модельдештирүү жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми 2-сабагыбызда ушул модельдөөнүн практикалык түрү катары Lego Digital Designer деп аталган программаны кантип установка кылыш керек, аны кайсы жерден көчүрүп алыш керек, ал боюнча сөз кылганбыз. Ал эми бүгүнкү 3-сабагыбыз ушул эле программа менен иштөө практикалык түрү болуп эсептелет. Анда эмесе видео сабакка көңүл бурсак. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам, как пользоваться программой Lego Digital Designer. Начнем. Запускаем программу. Сразу же нужно развернуть ее в полный экран. Есть все детали в этой вкладке Digital Designer. Ну, их очень много. Также есть Mindstorm, то есть где NXT 2.0, EVO3, техник. И просто есть дизайнер, где у нас как бы все детали поначалу красные, но потом, когда мы насобираем что-то, можно будет разокрасить. Создаем новый проект на листочек справа внизу. Итак, вот есть наше поле. Как в нем перемещаться? Нажимаем правую кнопку мышки и держим. И перемещаемся. Так легче. Или можем перемещаться с помощью стрелочек. Лево-вправо. Ну давайте что-нибудь построим. Как видим слева, у нас есть вкладки, в которых у нас есть детали. Ну, как бы эти вкладки, они отображают, что там лежит. Например, здесь лежат блоки без дырок. Здесь блоки с дырками. Давайте без дырок. Итак, если вы вошли не в ту вкладку, и у вас все красное, значит выбираем. Обязательно нужно выбрать Digital Designer. Вот этот. Здесь гораздо легче. Здесь море деталей. Также их можно искать будет по названию. Создаем проект. Открываем вкладку блоки. Как видим, здесь у нас есть множество разнообразных блоков и разной расцветки. Мы можем расширить поле или сузить. Когда мы расширяем поле, то тут удобнее ориентироваться, где какие детали. Ну, давайте возьмем блок 2 на 6. Ставим его, то есть мы левый можем перемещать, ставим, правый можем крутиться вокруг. Чтобы сфокусироваться на этой детальке, чтобы как деталь была в центре экрана, нужно на ней щелкнуть правой кнопкой мыши. Щелкнуть. Все, теперь наша деталь в центре, так сказать, нашего внимания. Берем другой блок. Мне его нужно развернуть. Есть стрелочки, как вы видите, возле руки у нас изображены стрелочки. Такие есть на клавиатуре. Мы переворачиваем, как нам нужно, и ставим. Как видим, у меня сейчас неудачный ракурс, чтобы поставить рядом деталь. Поэтому я попытаюсь посмотреть на деталь сверху. И ставлю рядом деталь. Все, у меня получилось. Поэтому запомните, если у вас не получается поставить деталь, посмотрите под другим ракурсом. Осмотрим быстрые команды. Как видим сверху, у нас изображены быстрые команды. Первое, это то есть обычный курсор. Вторая вкладка, это копировать деталь. То есть мы нажимаем на нее и на деталь. И у нас в руках появляется другая такая же деталь. То есть вот мы можем так скопировать. Отлично. Следующая команда, чтобы вам ее продемонстрировать, мне понадобится человечек. То есть я сейчас построю человечка. Выбираю ноги, туловище, ну и голову. Во вкладке головы.
Как видим, здесь головы, они разнообразные. Также и тело, и ноги. Потому что здесь смешаны все версии Лего. От Лего Биониклов до Лего Star Wars. Щелкну правой кнопкой мышки, чтобы сфокусироваться на человеке. Все, есть. Теперь нажимаю нашу, так сказать, руку, вокруг которой что-то крутятся стрелки. Выбираем. Это отвечает команда за поворот деталей, но если она, конечно, крутится. То есть мы щелкнули на деталь, которую нам нужно повернуть. У нас есть слева, так сказать, циферблат, который мы можем прокручивать деталь. Или с помощью этих зеленых стрелок также можем прокручивать деталь. То есть вот мы можем человечка сделать, как будто он у нас бежит. Вот у нас есть бегущий человечек. Следующая команда — сцепить детали. Еще есть удобная команда, когда если вы открываете слишком много вкладок, то как весь экран занят деталями и нам неудобно ориентироваться. Поэтому здесь слева внизу есть Collapse Dividers. Ну, скорее всего, это будет звучать по-русски как свернуть все окна. Щелкаем, и все наши вкладки, окошки свернулись. Следующая вкладка, отвечающая за сцепление деталей. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Например, у меня есть балка, которую мне нужно совместить с этой балкой. Но я не могу, так сказать, прицелиться или попасть вот этим движением. Смотрите, как она действует. То есть я щелкнул на то отверстие, которое мне нужно совместить с другим отверстием, чтобы вставить закрепитель, например. То есть я щелкнул сначала на отверстие и на втором отверстии, с которым нужно совместить. И все, как бы Лего нам само как бы подставило как нужно. То есть, в принципе, работает. А если это и вот это, о, пододвинулся. Отлично. Все, теперь я могу легко взять, скопировать такой же, например, соединитель и скрепить его. Следующее, Flex Tool, это как бы помогающая нам сгибать сгибаемые детали. Да. Мы щелкаем вкладку вот эту. Не знаю, что здесь изображено. И у нас есть возле деталей вот такие петельки, что и означает, что они доступны нам этой команде. Итак, возьмем, например, цепь. Сфокусируемся на ней правой кнопкой мышки и попробуем применить это действие. То есть, да, у нас, в принципе, деталь сгибается, огибается. Так, а сейчас мы используем это с детальками. Например, возьмем раз деталь, два деталь. И попробуем соединить. Раз. Пробуем соединить. Щелк. Так, и у нас не дотягивается. Дотягивается. Есть. Вот мы сцепили две детали. Следующая команда Paint Tool нам поможет окрасить детали. На примере покажу. Нам нужно окрасить блок. То есть мы выбираем инструмент, щелкаем на детали. И у нас выпадает панель со всеми цветами, которые есть.
Также можно выбрать и прозрачные детали, то есть все существующие модели. Вот так она работает. На примере человечка. Мне нужна, например, другая голова или другое лицо, которое выбирается также щелк на голове и выбираю. Также у нас туловище с ногами и с другими деталями. То есть выбирается вариация деталей, какая она есть. Следующая функция скрыть. То есть я щелкаю на функцию скрыть и щелкаю просто на детали. И как бы у нас они исчезают, но не удаляются. Исчезают, но не удаляются. Как вернуть все и сразу на место? Справа, как мы видим, у нас есть человечек, который закрывает глазки. Мы щелкаем на него, и все у нас возвращается на свои места. Ну а следующее, конечно, это у нас удаление. Щелкаем на удаление и просто удаляем ненужные нам детали. Также присутствует функция отмены. Вот здесь стрелки, то есть мы щелкаем на стрелки, и у нас все возвращается к предыдущему шагу или к последующему. Также мы можем вернуться на домашнюю страницу, откуда мы начинали, где выбирали вкладки NXT, дизайнер 1, дизайнер 2, так скажем. Ну, нет, я не хочу туда. Я хочу, например, сохранить свой проект. Нажимаю на дискету. Да, это называется дискета. Щелкаю. И у меня вылазит документы, куда сохранить. То есть я называю как хотите. Например, челобурик. И сохранить. Все, мой проект сохранен. Дискетка больше не горит. Если я внесу какие-то изменения в свой проект, то у меня появится снова загорится дискетка. Я могу сохранить эти изменения, просто щелкнув на дискету. Все. Теперь смело можно закрывать проект. После того, как мы сохранили проект, у нас здесь присутствует уже что-то сделанное. Например, наш челобурик. Также мы можем перейти в режим просмотра. Тут у нас есть разнообразные локации. Чтобы сменить локацию, щелкаем на планету или на глобус. У нас меняется и звук, и локация. Также мы можем разрушить нашу конструкцию, щелкнув на взрыв модели. Наша модель взрывается и возвращается через некоторое время вспять. Отлично. Также мы можем сделать скриншот того, что у нас происходит, и сохранить в формате PNG. Третья функция немаловажная — это, так сказать, разбор нашей модели на инструкцию. Рассмотрим на примере NXT. У меня на примере есть собранная модель 5-минутки. Мне нужна ее инструкция. Я щелкаю на Building Guide Mode, то есть у нас создается инструкция, гайд, так сказать, создания нашей модели. Щелкаем. У меня уже она откомпилирована, и поэтому я просто щелкаю на стрелочки. У меня показывают, куда какие детали нужно прицеплять, присоединять, и какие мне в данный момент на этом шаге сейчас нужны будут. И так далее. В принципе, мы ее можем рассмотреть с любого угла обзора, как нам удобнее. То есть это очень хорошая наглядность. Все. Наша модель готова. Ну и на этом обзор интерфейсной части LEGO Digital Designer закончен. Спасибо за внимание. До новых встреч!